Мы на подходе к избушке. Первое, что мы видим, это баня. Не знаю почему, но мы все еще не парились, не мылись. Уже 6 дней. И без бани вон охрана проснулась. Эй, охрана! Встречай! Отдохнула вдоволь, наверное. А? Ну ладно, мы тоже вовремя пришли. Сейчас будем тоже отдыхать. Растопим печку или сперва сходим, наверное. Сетки проверим по-быстрому и будем уже отдыхать. Да, Ида? Все, мы дома. Ну что, ребята, если не ошибаюсь, сегодня у меня 6-й ужин. Без 27 вечера. Сейчас вот собираюсь ужинать. Ужин у меня сегодня голубцы я погрел. Банку открыл и погрел на печке там. Еще картошка жареная. Ну, ужин хороший. Вот только что закипел чай. Буду еще чай пить. Ну что, позвонил домой я сейчас. Час назад, наверное. МТС отсюда берет. И РП-5 там, я спросил, что там, как погода. И РП-5 показывает, завтра еще более-менее, а послезавтра уже начинаются опять глобальные дожди идут. Где-то на неделю, наверное, показывает. И как и днем я говорил, что надо сматывать удочки и, наверное, все-таки съезжу я на несколько дней, хотя бы на неделю домой все-таки. Ну что, я вот сегодня выходил на рябчиков, немножко, думаю, поснимал там, если все получилось, там некоторые моменты своей охоты сегодняшней. И вывод такой, ну так себе, рябчики мало, но если ходить целыми днями, может и можно настрелять. Сегодня несколько штук тоже мы подстрелили. И до этого еще несколько штук. Нам хватит. Не знаю, 10 штук получилось. Я не считал даже. Общее там сколько. Это, считай, как будто ничего нету. Раньше мы долбили их, этих рябчиков, знаете сколько. А сейчас за 6 дней 10 штук это смешно. Но все равно лучше, чем ничего. Глухарей нету. Хоть рябчиков немножко постреляли. И когда я уже возвращался обратно, уже когда перестал уже снимать, надоело снимать, ничего нету, и что однообразно там, не буду же я просто тупо снимать одно и то же. И я камеру не включал, не свистел, там возле озера я шел тоже, и дай, думаю, гляну там это озеро, посмотрю, хоть утка там или что-то интересное есть или нету. Посмотрел там, и вроде тихо там все, тишина, волн, ничего нету. Так вот безветренно сегодня было. Так немножко пошумит и стихнет, пошумит и стихнет. Общий штиль тоже был. Смотрю, озеро там тоже тишина, волны, ничего нету. Я уже хотел повернуться обратно, думаю, пойду. И на середине озера, возле берега там, возле самого берега, кряква такая, как лодка, блин, одноместная. Вот кто ездит на ПВХ одноместной лодкой, вот такая кряква там сидела. И такой шум, крик такой, кря-кря такой. И, короче, улетела.
Но улетела и улетела. Вот нет бы сразу присмотреться до туда. Ну, конечно, расстояние тоже метров 70, наверное, было. Но если бы увидел, конечно, я сразу моментально включил камеру, зафиксировал все это дело. А там потом уже начал думать, как бы подойти и подстрелить или еще. Эта камера сейчас моя болезнь. Я без камеры никуда. И вообще эта утка улетела, а там оказалось еще 2 штуки. Тоже такие лодки. Тоже с таким криком, шумом они взлетели и по озеру так, в сторону озера, так озеро так, ну, тягун такой тоже. И сперва по озеру они летели, и круг сделали по тайге. И я не видел, но звук крыльев я еще слышал, так, пролетели. Пролетели и, ну и улетели, что потом. Еще второй момент был, уже тоже иду. Меня, наверное, за версту слышно, какой шум. Я, бывает, там бесшумно иду. И в этой серии некоторые, ну, моменты как-то еще полголоса говорю. Там, ну, я такой тактикой и хожу, в принципе. Когда уже я что-то смотрю, или хочу увидеть там, или кому-то подхожу. А там я когда шел, там, ну, я шел в надежде, уже надежды никакой не было, что я буду кому-то подходить там или еще. И шумно я в общем шел. Шумно шел и недалеко, возле, тоже буквально рядом, там 15 метров оказалось, там заяц выскочил, и заяц убежал вообще. Вот так. Ну, каждый вечер, хоть стреляю, хоть не стреляю, я все равно чищу ружье. Чищу ружье обязательно. И без этого, ну, никак. От сыреет там, и от сырости она... Я вот один раз не почистил, не смазал смазкой, и у меня чуть-чуть в одном месте где-то, наверное, ржавчина тоже... Как грибок, блин, этот ржавчина. Как плесень. Как начнет, и все. Его не удержать. Будет ржаветь. А так сегодня немножко пошумели, и надо тоже почистить ружье обязательно. Вроде и смазка у меня все ружье в смазке, но я в старую смазку вытираю и по-новому. Все время у меня вот руками возьмешь уже и вся рука в масле, потому что я масло не жалею, смазываю ружье. Потому что вот ходишь там, блин, под дождь попадаешь или еще. Обязательно. Кто как. Кто-то сезон открыл, стреляет, приходит, уходит, стреляет так же, но ни разу не чистит ружья. Есть такие люди, о которых я знаю, нившевские даже. Но я свое оружие люблю. Хочу, чтобы она стреляла, не подводила меня. И чищу. Сейчас немножко подсохнет, и дальше я буду протирать, и ствол еще там почищу. Вот такая охота, ребята, у меня. Приехал на 10 дней, а, наверное, все-таки я завтра я буду возвращаться домой на недельку, а продолжение, конечно же, будет. Продолжение будет. Я еще приеду сюда, и также попробую еще поздней осенью что-нибудь там. Рыбалка, в первую очередь, сетями еще буду рыбачить. И на боровой дичи еще хочу выйти там.
Все-таки лицензия оплачена, надо закрывать. Вот так вот. Завтра не знаю, заранее тоже никак ничего не могу сказать. Может, из завтрашнего дня уже дожди будут. Но в планах у меня завтра еще сходить, ну, недалеко, там, примерно круг такой, километров 5 сделаю еще, максимум 5, потому что завтра там круг сделать и вещи собрать там возле избушки. Ну, я не люблю в спешке все делать. Пойду, скажем, я 15 километров схожу, могу, конечно, и 20 сходить, я успею до темна. А потом ведь надо еще и собраться, и ехать. Я лучше спокойно все буду делать. Если туда на охоту не выйду, я не спешкой буду возле избушки, там все уберу и буду собираться. Я еще вечером сегодня разобрал там, ну, 3 доски. Там обшито фронтон, если правильно, фронтон. У меня односкатная крыша, и там тоже закрыто фронтон. И я 3 доски оттуда убрал, и крыша у меня, крыша в избушке, односкатная, 4-метровые доски. И здесь одно бревно переведено, или как ну, я не знаю, как по-русски. Эти макич. Абу макич, а мог тут бы и шурну сосия. Но эти переведена, короче. И это перекладина, будем считать, что это перекладина. Вот крыша, и на чем держится эта крыша, вот это бревно. Здесь одна штука, здесь сверху одна, снизу одна и в середине одна. И я ошибку сделал при постройке этой избушки. Я в середине поставил на 4-метровой доске одно бревно. Одно бревно, ну, диаметр такой, где-то сантиметров 15. И все равно, вот, скажем, снег у нас больше метра выпадает на крышу, и она крышу давит. И чтобы это бревно не сломалось, я поставил как бы в середине, ну, стойку бревно, от бревна идет потолок. И, короче, когда снег много выпадает, и давит это бревно давит эту стойку, и стойка давит, все это фигня давит потолок мой. Знаете, какую ошибку я сделал? И потолок у меня чуть-чуть прогнутая уже сейчас. Прогнутая. Я сегодня вот эту стойку выбил оттуда. Сразу вот такая крыша, ну, чуть-чуть провалилась. Но и вот надо мне свалить одно дерево и еще сделать как бы усилие. Туда еще одно бревно хотя бы поставлю, чтобы в потолок ничего не упиралось и не давило потолок. Потому что, блин, кто его знает, так-то уже ему уже некуда прогибаться, но и главное, я и зимой приезжаю, убираю снег, а если вдруг я не приеду, такой весной такой напор тяжести будет, что может и не выдержать, или лучше свалю я одно дерево, небольшое, не толстое, тоже диаметром хотя бы 20 сантиметров, и подниму это бревно 5-метровое хватит, и под крышу как-то прикреплю на брусок, или я не знаю. И придется мне еще, в принципе, хотел зимой привезти доски, но, наверное, несколько штук придется еще доски привезти. Утеплить надо еще дверь. В общем, стройматериал немножко надо. Если привезу, может быть, не привезу, может, здесь можно все сделать. Посмотрим.
но крышу надо усилить. И этим я займусь уже в следующий раз, когда приеду. Сегодня уже день закончился, завтра тоже уже как-то настроение не такое. Но я в задумке уже есть, значит я это дело сделаю. Придется сделать. Я уже стойку эту убрал. Потому что если я не сделаю, у меня прогнется все. Снега много. Вот так вот. Коротаю вечерок. Наверное, это последняя ночь. Завтра уже на недельку съездим домой. Надо также подписчикам выложить несколько видеороликов, чтобы знали, что я с вами стараюсь, все ради вас. Смотрите, чем мы занимаемся тут. Немножко болтаем, немножко охотимся. Так, в принципе, сейчас мы не такие уже охотники, как раньше были. Раньше месяц. Ну, самое максимальное я 31 дней пробыл в тайге. В основном сейчас где-то 15 дней, 20. И раньше, как бы до женитьбы, больше я проводил время в тайге. А сейчас все-таки семья. И сколько получается, столько выхожу в лес. Также на рыбалку летом. Как получится. Вот так вот. Сейчас все, наверное, остыло уже у меня. Пока болтаю, у меня остывает уже все. Так что, наверное, буду закругляться. Очередной ужин у меня. И что еще? Буду чистить ружье. Плотно поужинаю. И буду отдыхать. Будем ждать завтрашнего дня. Завтра посмотрим, что делать. Или в тайгу, или возле избушки и домой. Так что до завтра. Я буду ужинать и отдыхать. 7-й день. На улице уже светло, 6 часов. А я бездельник сегодня. Пока дома. С избушки еще никуда не выходил. Так-то рюкзак собрал. Думаю, может, куда схожу. Чай закипел. В избушке тепло. Жарко даже. И с 3 часов как-то уже не спится. Я не знаю почему. Выходил на улицу, сейчас небольшой дождик идет. Это уже начало, в принципе, начало дождя. Сезон дождей, как и говорил, начинается снова. Уже все как бы облачно, все небо. Пасмурно, как-то сыро везде. Настроение тоже пасмурное сегодня. Вот думаю, куда-нибудь выйти или не выйти. Сейчас еще чуть-чуть подожду. Если дождь будет усиливаться, никуда не пойду. Возле избушки буду. И потихоньку буду убирать все вещи. От мышей главное. Я бы все, конечно, оставил. Никто сюда не придет. А хоть и придут, кому что надо, зачем красть у других? И лично я, если в другую избушку пойду, зачем, если человек оставил, брать у этого человека? Радио Первый канал, только мы слушаем, больше ничего не слышно. Первый канал ловит и все. И вот самое главное, враги, это мыши. Мыши, которые вредят. И сегодня всю ночь еще они бегали под обшивкой. Вот потолок, обшивка обычным обоями я обшил. Ну,
чтобы песок не сыпался там, мусор. И вот возле углов, так быстро, так они аж пролетят там по углу, где вот самый угол. Там щель, наверное, есть. И туда-сюда бегают. Я шомпол у меня возле, на том месте, где я лежу шомполом, так тыкаю, гоняю. Опять уйдет куда-то. Где они лезут, я не понимаю. Или где-то, вроде вчера на потолок я поднимался, там в углу все. И у меня земля, глина там на потолке. И все вроде плотно там. Вот надо еще посмотреть в углу. С улицы, может, где-то они лезут по углу через дом. Или с коридора там. И через паз, может, как-то заходят и бегают. Что в первой избушке, что здесь. Там тоже та же самая картина. Под обшивкой все. Думаю, что там, никак понять не могу. Вроде лишнего тепла там нету, хоть если сейчас, да, тепло, когда кто-то в избушке, а когда никого нету, какой толк там жить? Не знаю. В общем, они мешают всем и всегда. Я уже не знаю, сколько, по счету уже я сбился, сколько штук я уже поймал. И сейчас мышеловка опять уже сработал, там, наверное, опять мышь. Но я не выкидывал. Я собрал. И позже я поснимаю, сколько штук там. Одну мышку Айда съела. Я сперва на пол стал складывать, а Айда зашла и потихоньку взяла и тык-тык-тык унесла и сожрала. Может, мыши с глистами, зачем это, блин? Ну, если вот, скажем, мне еще дед учил, если говорит, белок будешь стрелять, ты шкуру снимаешь и мясо даешь собаке. Но обязательно перед тем, как дать собаке мясо у белки, надо внутренности убрать, потому что белки с глистами, это 100% они с глистами. Вши у них 1000 штук на спине, а внутри глисты. И всегда надо вычищать внутренности у белок, чтобы эти глисты не перешли собаке. И раньше тоже, когда стрелял белок, я, если даю, то уже почищаю и мясо отдельно даю. Но стараюсь вообще сейчас, сейчас тоже лает Айда. Я не бью их. Они, не знаю, опять скажут, если скажу, вот, не принимают, опять напишут в комментариях, что белок не принимают. А у нас вот в село приезжают, там закупает один человек пушнину, но практически кроме куницы там ничего не принимают. Белок вообще не принимают. Выдры тоже не нужны. А в комментариях пишут, что 2000 выдра. Ну, я не знаю. Лично, когда ехали первый день, я тоже бери не хочу, бей, можно было стрелять, там 2 штуки. Мелкую я первый раз увидел. Вот. Это годовалый, но в этом году он родился только. Маленький еще, где-то полметра рост. А второй покрупнее был. А там еще, наверное, может, еще крупнее был мать или самка там. Не нужны они мне. Пусть бегают. Вот так вот. Я лучше поснимаю. Я вам говорю, если я лося увижу, я буду снимать. Я бить не буду, я буду снимать. Чтобы показать зрителям, подписчикам и всем гостям, кто первый раз на канале. Так что сейчас я буду опять резко что-то. Что за фигня? С камерой что-то резкость или резко так, или сама так резкость пропадает. На что влияет, не могу сказать, но второй раз уже я вижу, что резкость при съемке меняется там. Вот так. Ну ладно, сейчас я буду думать, что делать. Или на улицу выйду, буду на охоту выходить, или же просто обычно возле избушки там. Не знаю, надо уже собраться, я сегодня еду домой. А через недельку обязательно встретимся здесь,
избушке. Снова выйдем на охоту. Так что подписывайтесь и ждите новые фильмы. А сейчас я буду думать, что мне дальше делать. На охоту или же собраться домой. Все, пока. Ребят, только что пришел с рыбалки. Сходил я сетки поднял. И на улице такой дубак. Действительно сегодня, в принципе, 3 градуса. А на лодке, пока там туда-сюда ездил, и еще дождь. Вот в плаще приходится ходить. На улице дождь. Все, шабаш. Сетки тоже убрал. Ничего не оставляем. Сейчас немножко согреться надо. Одубел. Руки вообще онемели. А даже минусовой температуры пока нету. Вот так. Хорошо, что я на охоту не пошел. Такую дождливую погоду что-то и не хочется. Одного рябчика еще я подстрелил сейчас. Когда на лодке я плыл, веслом, моторку не заводил. И случайно на глаза мне попалась рябчик. И он уже, между прочим, где уже листья выпали, уже начинает эти почки уже, клюет. Или как сказать, щиплет, или как по-другому. Но на почках уже, в принципе, начинается уже. Они сейчас с тайги все будут выходить к речке. И уже на речке будут, на почках они, всю зиму они кормятся этими почками. Ну, я случайно заметил, и так потихоньку так плыву веслом. И наготове уже, ружье наготове тоже. И он тоже уже, в принципе, услышал меня, я не знаю, так-то я тихо так плыл. Само, течение плюет, только направляю, весло иногда бывает, беру. И он тоже начал, как понял, уже начал пить, как по-свойски там пить, разговаривать, не свистит, а пить. Ну все, это уже первый признак, что сейчас уже скоро взлетит, улетит куда-то. И, короче, да, действительно, только что хотел, думаю, сейчас уже расстояние нормально, сейчас буду стрелять. И он выскочил и начал переходить речку, прилететь. Я не знаю, как так получилось спонтанно все. Я ружье схватил и в лед. Не стерпел, в лед выстрелил. И в рябчика я попал. Упал в воду. И, я на этом, на лодке взял. Вот все, что я видел. Сейчас вот 9 часов. Я после 6 вышел. Там вот, пока сетки снимал, там убирал. И немножко рыбы тоже, поймал я. Надо тоже вычистить рыбу, чуть-чуть посолить. В принципе, сегодня еду, наверное, не буду солить. У меня дома любят свежую рыбу, чтобы вот не соленая, а свежая, именно свежевыловленная. И уже дома, как будем жарить, там уже солить и все остальное. Вот так вот. Так что погода портится. Дожди. И хоть плюсовая температура, на улице прохладно. Да? Так-то вчера мне тоже говорили, что когда я звонил домой, говорили, что плюсовая температура на ощущение -1, -2, там показывает +3, скажем, а ощущается это +3, минусовая температура. -1 бывает, -2, по-разному. Скажем, если зимой -30, а ощущение там 37 даже может быть. Так что и так и есть.
Вот, скажем, в эту зиму я заметил тоже, в эту зиму, и в эту зиму я заметил, вот, как сказать, вроде температура не такая и большая, скажем, ну, 25 только, а ощущается все 30 и больше даже. До этого как-то не присматривался, может, или вообще не замечал этого. А сейчас компьютер, интернет есть, там вот увидишь там такая температура и ощущение такое. И стал вот присматриваться. И ощущение действительно такое, что температура одна, а ощущается уже другое. Вот так вот. 9 часов. В принципе, день еще. Время есть, но затягивать с поездкой не будем. Надо спускаться. Дорога длинная. Всякое может быть. Там тоже завалы, блин. Вода, вот, скажем, я когда поднимался, до сегодняшнего дня уровень упал сантиметров 35-40 уровень упал. И в эти дни вода так ходила, но падает, там, и обратно сантиметров 7 поднимется, потом опять упадет. Ну, дожди идут, из-за этого, наверное, уровень так ходит. А основное где-то 35-40 сантиметров упало вот, до сегодняшнего дня. И, скажем, но все равно, скажем, я ехал, когда поднимался, таких заторов больших не было. Весенних, которые я пилил, снимал там, эти заторы все ушли. Люди спилили, может, и вода большая, очень большая была, но что-то там, сдвиг какой-то был, и вообще ушли эти завалы. И все равно вот один уходит, а вот иногда бывает, ты поднимаешься, река чистая, а спускаешься, опять уже поперек реки, там елка, в основном елки валятся там при большом ветре или просто, ну, там уже берег такой, что чуть-чуть ветерок подул и не выдерживает елка, ну, крупные елки диаметром там 50 сантиметров, они большие и поперек реки там. Вот. А там верховья, там уже вот такие поперек падают, и там мусор накапливается, там завалы, там целые повороты. Некоторые выше меня, которые охотники, поднимаются, они по несколько дней им приходится подниматься. Очень трудная дорога, в общем, туда. Вот так вот. Ну все, я сейчас чуть-чуть погреюсь, согреюсь. Руки онемели. Что-то быстро они мерзнут. У некоторых всегда руки теплые, а у меня моментально станут, ну, холодная вода. И заметно за эти 7 дней вода чуть-чуть, ну, начинает холодеть, холодная. А приехал, когда сетки уже ставил, там, так другая температура была воды. Теплее было. Сейчас холодно. И все, каждым днем все холоднее, холоднее, холоднее. И через дней 15, наверное, 20 уже начинается уже все. Начинается потихоньку лед вставать. И заторы, не заторы, а уже, ну, ледостав, ну, лед уже станет вообще. Так, этот бардак надо убрать, все убрать. Ладно, я сейчас пью чай, буду греться. Немножко опять поговорили всю историю, что за эти 2,5 часа у меня было, я вкратце рассказал. А так, потихоньку идет дождь. Погода не очень так. Еще пушнину хочу показать. Вот моя выловленная. Вот наша пушнина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. 9 Айда еще съел. И за неделю вот я поймал 8 штук. А можно, конечно, было поймать еще больше. Еще можно было поймать больше, потому что
мышеловка падает, как бы мышь попадает, остальные бегают там туда-сюда, не могут попасть. Так что мышей очень много. Вот по лесу идешь, и кругом мыши, кругом. И вот сейчас дождь перестал, так приятно и холодно, очень холодно. Вон, смотрите, мошкара вчера укусила, а вон как мешок висит. Вчера больше было даже. И руки искусали, пока там сети я чистил, мусор из сетей. В общем, такие дела. В принципе, что еще? Ну, сейчас кипятил чай. Скипятил чай, уже как бы там кипяченое все готово. И сейчас буду пить чай горячий, свежезаваренный. И уже буду перетаскивать, наверное. Там рюкзак будет, пила, ведро одно ведро. И в общем, ну, может быть даже ружье. И одним рейсом, наверное, все у меня. Одной ходкой я все несу. Остальные вещи я пока оставлю. У меня в планах еще как бы приехать сюда и все остальное. Много чего у меня еще осталось из еды и все. Там, наверное, только что я привез еду, на 15-20% я только съел. Потому что куда столько? Я говорю, всегда у меня остается там, куда же ты, дым. И ну, останется, и лучше пусть останется, чем мне хватит. А когда вот ты еще 2 дня осталось, и у тебя полбуханки, ты начинаешь экономить, блин, так тяжело в таких случаях. Я попадал, конечно, такие случаи у меня уже были, когда надо экономить еду, и я лучше с запасом буду брать. И еще, перед тем, как уехать, ну вот, про что я вчера говорил. Здесь я открыл 3 доски, и там уже нужен ремонт. Вот стойка здесь также у меня стойка стоит. Так, ну, это я буду заниматься в следующий раз, когда приеду. Сейчас пока этим заниматься не буду. Вот что я вечером говорил. Одно бревно, там еще усилия надо, второе бревно также туда вставить. И все нормально будет. Но это я следующий приезд уже, до следующий раз приеду. Так что я это, наверное, сейчас прикрою, закрою, если дождь будет или еще там, чтобы потолок не, потолок, чтобы вода не выпадала. Я прибью гвоздям сверху, наверное, прикреплю, только пусть висят доски. Ничего там пусто, ничего нету. Ну ладно, у меня еще тут дровишки. С прошлого года еще я здесь запас делал, и все еще не спилено. Но пускай тут тоже стоит запас, жопу не дерет. Так, ладно, сейчас пока погода вроде как прояснилась, надо уже собираться. Нечего думать, надо уже. Ну что, ребята, я уже грею мотор, минут 5 поработает и будем спускаться. Погода вроде как успокоилась. Нормально. Главное, во время поездки, чтобы дождя не было. А там... хоть и будет, что потом. Домой едем. Там тепло. И что еще? Вот такой поход получился. Поехали дней на 10, а только неделю пробыли и решили поехать домой. Потому что что-то такое предчувствие, такое, что надо приехать чуть позже, ну хотя бы через неделю, если вдруг заморозков не будет. Нет, да может так резко снег выпасть, и вот тебе и охота. А что получится, посмотрим. Если заморозки, так
все, значит шабаш. А если погода позволит, там еще приедем, будем охотиться. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Будет второй фильм, вторая поездка на вторую избушку. Вот так вот. А пока все. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми. И не забывайте, ставьте лайки. Мне это очень важно. Пока. Если будет интересно, как обычно, еще включусь и буду еще снимать. А так, особо нечего. Посмотрим, что будет по пути. Все, айда, поехали. Я сегодня с временем, темно, но в помощь вышла луна, и хоть как-то, но можно еще проехать. Нормально. Отличный фонарик, самый крутой фонарик, который помогает. Конечно, куда луна не выпадает, вообще ничего не видно. Тьма. Наконец-то вдали появились лампочки. Мы доезжаем до нашего села. Уже скоро, вон она.